Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР. В эфире Прайм Мацарский, программа, в которой я, Юрий Мацарский, знакомлю вас со всем тем, что за последнее время происходило в мире, с тем, на что стоит обратить внимание, чтобы было интересным, важным, ну или порой забавным. Правда, вот начинать приходится совсем с незабавных историй, начинать приходится с очередных кровопролитных историй. Говорю я сейчас о Йемене. Мы время от времени в программе к этому государству возвращаемся. Все дело в том, что там идет уже много лет война. По большому счету, война началась такая вялотекущая в 2011 году, вскоре после арабской весны, вскоре после серии восстаний, революций, прокатившихся по Ближнему Востоку и по Северной Африке. Эта арабская весна довольно здорово ослабила позиции президента Али Абдалла Салиха. Он начал некий такой транзит власти в пользу своего заместителя, в пользу одного из своих приближенных. Этим транзитом власти воспользовались самые разные силы, начиная от Аль-Каиды и заканчивая повстанцами-хуситами, которых поддержал Иран. И вот эти самые повстанцы-хуситы в последние несколько дней развернули новое контрнаступление. Вернее, новое наступление, на которое как раз власти ответили контрнаступлением. Новое наступление развернули на западе Йемена, взяли несколько населенных пунктов. В ходе боев за эти населенные пункты погибло не меньше 29 гражданских лиц. Речь идет только о гражданских. Сколько погибло военнослужащих, комбатантов со всех сторон, пока не сообщается, там совсем разные сведения приходят, но вот показывают как раз повстанцы-хуситы, что им в руки попало большое количество вооружения, произведенного за пределами Йемена, произведенного, например, в Соединенных Штатах Америки и в европейских странах. Дело в том, что вот такой новый поворот, новый виток война в Йемене получила в 2015 году, когда Саудовская Аравия возглавила арабскую коалицию арабских государств, которые решили вмешаться в войну, боясь, что в противном случае хуситы, поддерживаемые Ираном, победят, и Йемен превратится в такое государство прокси, полностью или почти полностью контролируемое Ираном, вот, собственно, режимом шиитских аятолл. Но изначально саудиты рассказывали, хвастались тем, что им удастся разбить хуситов еще вот буквально за несколько недель. Даже там ставили какие-то сроки, обещая там от 6, по-моему, до 8 недель им потребуется для того, чтобы разбить хуситов, разбить это самое повстанческое движение. Это было в 2015 году. Вот эта вот война продолжается до сих пор, в 2021. И хуситы никаким образом не демонстрируют намерение сдаваться, не демонстрируют намерение каким-то образом отдать ту территорию, которую они сейчас управляют, ту территорию, которая находится под их контролем, отдать, собственно говоря, саудитам или каким-то из их союзников. То есть война затягивается, в войну оказалось вовлечено огромное количество самых разных государств, в том числе и европейских. И с европейцами, и с американцами случилось несколько скандалов. Почему? Потому что оружие у саудовской коалиции, там не саудовская коалиция, там просто у саудитов самое большое было военное присутствие. На самом деле там не только они были, там еще были, например, Объединенные Арабские Эмираты, там было Марокко участвовало в войне на стороне вот этой вот самой антихуситской коалиции. Но вот главную скрипку, вот первую роль играла именно и продолжает играть именно Саудовская Аравия. У Саудовской Аравии большая часть вооружений, которые используются в том числе и в этом конфликте, это вооружения американские, вооружения европейские, вооружения, например, поставляемые из Великобритании, или какие-то высокоточные компоненты для этих вооружений, которые поставляются компаниями, зарегистрированными в Америке, в Британии, в странах Европы. Собственно, это привело к огромному скандалу. В Великобритании была целая вот такая серия протестов против поставок вооружений саудитам, потому что считалось, и были какие-то сведения, согласно которым это оружие было использовано, например, для обстрела деревень и городов или использовалось для организации блокады. И из-за этой блокады тоже гибли люди. В итоге парламент британский даже рассматривал
вопрос о приостановке поставок вооружений, военной техники и техники двойного назначения для Саудовской Аравии. И тогда, это было, по-моему, около пары лет назад, тогда это решение было принято, и Британия официально приостановила поставку вот какого-либо военного снаряжения для саудитов и их союзников в Йемене. Похожая история была и в Соединенных Штатах Америки. Дональд Трамп очень дружил с Саудовской Аравией, очень дружил с королевской семьей в Аравии, заключал бесконечные контракты. Кстати, первая страна, в которой он совершил зарубежный визит, став президентом, была именно Саудовская Аравия. Он оттуда привез какие-то баснословные контракты для американской оборонки. Сменивший Дональда Трампа на посту президента США Джо Байден, он с самого начала говорил о том, что никаких поставок вооружений, которые могут быть использованы Саудовской Аравией в войне в Йемене, не будет. Он запретит, он не даст, значит, поставлять американским компаниям те вооружения, которые могут быть использованы в том числе для организации блокад, для обстрела мирных городов. Но вот несколько дней назад Пентагон, официальное оборонное ведомство США, сообщило о том, что уже заключен контракт и в ближайшее время начнется его исполнение на 650 миллионов долларов. Это контракт на поставку ракет воздух-земля. После того, как напомнили официальным представителям американской администрации о том, что, слушайте, подождите, Байден не так давно обещал, вот буквально несколько месяцев назад, обещал, что никаких поставок вооружений в Саудовскую Аравию не будет, имея в виду как раз те вооружения, которые могут быть использованы, в том числе против гражданского населения. И вот в ответ на эти заявления в Америке поспешили рассказать о том, что вот именно то вооружение, которое сейчас поставляется в Саудовскую Аравию, оно никак не может быть использовано для вот той войны, которую Саудовская Аравия ведет в Йемене. Это какое-то такое особое вооружение, которое совсем для других целей может быть использовано. Собственно, такое заявление, честно говоря, очень сомнительное, но тем не менее, да, вот оно прозвучало, оно есть, хотя, с другой стороны, Саудовская Аравия как объясняет еще свои действия? И американские союзники, те американские политики, которые горячо и давно поддерживают Саудовскую Аравию. Есть большая опасность со стороны вот этих самых хуситов. Эти хуситы используют, например, баллистические ракеты, вероятно, созданные с помощью Ирана, хотя Иран всячески отрицает свое участие в подготовке этих самых ракетных пусков. Кроме того, хуситы используют еще и дроны с взрывчаткой для того, чтобы, например, взрывать в Саудовской Аравии какую-то нефтяную или нефтегазовую инфраструктуру, и в принципе, подрыв какой-нибудь трубы, по которой идет нефть, или подрыв какого-нибудь завода, на котором нефть перерабатывается, теоретически может привести к огромному количеству жертв. И как раз поставки разного рода вооружений раньше, да и, наверное, и сейчас будут оправдываться необходимостью защитить вот эту вот самую критическую инфраструктуру, от которой зависит и экономическое благополучие Саудовской Аравии. Кроме того, из-за взрывы на которых или из-за пожара, на которые могут пострадать люди, причем речь идет действительно о сотнях, а может быть и о тысячах человек. Кроме того, есть еще и информация, возможно, кстати, это исключительно бравада какого-нибудь или каких-нибудь из полевых командиров вот этих вот самых йеменских хуситов этой шиитской группировки. Так вот, они заявляли о том, что те ракеты баллистические, которые есть у них в распоряжении, они будут пытаться запускать, или даже уже пытались запускать в направлении священных городов ислама Мекки и Медины, которые оба расположены на территории Саудовской Аравии. Эти ракеты действительно в сторону священных городов направлялись какие-то ракеты, но их удалось перехватить, они где-то в пустыне были перехвачены системами ПВО и уничтожены на подлете к городам, где-то и рухнули их обломки в пустыне. Но никто не гарантирует того, что какие-нибудь из этих полевых командиров, которым вновь попадут в руки баллистические ракеты, или которые смогут получить в свое распоряжение эти дроны, которые куда сложнее перехватываются, чем большие баллистические ракеты, что они не попробуют провернуть что-нибудь такое вновь. Поэтому здесь, в общем, очень двойственная история с поставками или не поставками западных вооружений
западных вооружений к Саудовской Аравии и их союзникам. Тут, правда, вот еще о чем идет речь. Вот те люди, которые требуют прекратить вообще всяческие военные поставки, вообще запретить и боеприпасы поставлять, и оружие, все что угодно, они связывают это с тем, что война идет, ее такая горячая фаза с 2015 года. За это время это данные на декабрь прошлого 2020 года. То есть фактически это данные, устаревшие на год, на без малого год. Так вот, год назад, по официальным данным Организации Объединенных Наций, в войне в Йемене погибло 233 тысячи человек. И вот антивоенные, самые разные лидеры, представители самых разных антивоенных движений говорят, вот если бы не было у саудитов вооружения, если бы не поставляли американцы, британцы, там кто-то еще технику и оружие, ну, не было бы такого количества погибших, не было бы там, кстати, из этих 233 тысяч примерно половина, а то и больше погибших погибли не от там взрывов и снарядов, а от блокад. Собственно говоря, к чему приводит блокада? Блокада приводит к тому, что нет продовольствия, затруднен доступ к медицинским каким-то вещам, затруднен доступ к медикаментам, и очень часто из-за блокады Йемен пустыня, затруднен доступ еще и к питьевой воде, из-за чего, например, там была даже в некоторых регионах настоящая эпидемия холеры. Можете себе представить, там 130 или даже больше тысяч человек погибли не от пуль, не от снарядов, а от того, что не доедали, от того, что умирали от жажды или просто от холеры. Да, это какая-то вообще средневековая болезнь, которая из-за вновь вспыхнувшей войны на Аравийском полуострове снова начала уносить человеческие жизни. Вот такое творится в Йемене. Там, повторюсь, новое очередное обострение. Сначала наступление хуситов, повстанцев, потом контрнаступление этой самой антихуситской коалиции, но кровь продолжает литься, причем еще и кровь невинных людей, кровь мирных жителей, включая женщин и детей. Теперь мы отправляемся в Афганистан, там тоже продолжает литься кровь человеческая. На этот раз там был очередной теракт, организованный местным отделением ИГИЛ, который называется ИГИЛ Хорасан. Боевики ИГИЛа, боевик-смертник ИГИЛа, в числе этих боевиков был, по крайней мере, один смертник, захватили военный госпиталь в Кабуле. Вот то, что вы видите сейчас на экранах, это спецоперация спецслужб, прошу прощения за тавтологию, Талибана. Талибан теперь борется с террористами. Вот вы видите отправленный талибами вертолет. Он, естественно, был захвачен после того, как талибы взяли под свой контроль Афганистан и стали единственным там реальным правительством. Этот вертолет доставил бойцов Талибана на крышу госпиталя, который пытались захватить игиловцы. Известно, что после взрыва и после захвата погибших как минимум 20 человек. То есть как минимум 20 человек игиловцы убили. И для того, чтобы снизить число жертв, для того, чтобы расправиться с этими самыми игиловцами, талибы отправили на захват своих людей. Кстати, во время из этих 20 человек как минимум двое это представители спецназа талибов. Известно, что один командир Талибана погиб при высадке, при спецоперации в военном госпитале, и погиб еще один из рядовых бойцов. 20 человек всего погибло. Это вообще на самом деле какой-то несчастливый, если так можно выразиться, госпиталь в Кабуле. Дело в том, что в 2017 году, около 3-4 лет назад, его тоже захватывали игиловцы, несколько человек, одетые в медицинские халаты, замаскировавшиеся под персонал этого самого госпиталя, смогли туда проникнуть под одеждой и где-то в каких-то еще там в каком-то оборудовании а-ля медицинском протащили с собой вооружение и начали методично расстреливать людей, собственно, сотрудников госпиталя и больных, которые лежали там.
начали их методично расстреливать, и вот тогда, в 2017 году, было убито как минимум 30 человек. Как минимум 30, потому что непонятно, на самом деле, что там было, но вот как минимум 30 человек было убито, и это продолжалось в течение нескольких часов. То есть они ходили, вооруженные люди, по госпиталю, кто-то там из них заблокировал, из этих вооруженных людей, входы-выходы, кто-то заблокировал какие-то там, значит, выходы на крышу, а остальные просто ходили и по палатам, и расстреливали людей, и вот убили больше 30 человек. Вот, собственно говоря, вот раньше талибы были теми, на кого охотился спецназ, а они прятались. Теперь талибы стали теми, кто должен каким-то образом бороться и с терроризмом, и бороться и с какими-то другими проявлениями организованной или неорганизованной преступности. Вот то, что вы видите на экране, это наши коллеги из France-24, это французский общественный вещатель, сняли на улицах афганских городов. Они отправились, если так можно выразиться, напросились в патруль к талибам, к одному из отрядов Талибана, который сейчас поддерживает порядок на улицах Кабула. Как они поддерживают порядок? Вот они, собственно говоря, патрулируют улицы, они обыскивают подозрительных людей, и они там реагируют на вызовы граждан. То есть, если раньше звонили в полицию, отправлялась полиция, то теперь роль полиции играют вот такие вот летучие отряды талибов. Они ездят по городу, они патрулируют. Они ездят туда, где где известно, например, о том, что там наркотиками торгуют, или где поступило сообщение, откуда поступило сообщение о каком-нибудь разбойном нападении или о действиях каких-нибудь контрабандистов. Вот они сейчас, для них на самом деле достаточно сложная история быстро организовать. Совсем недавно они только в августе пришли к власти, только в августе получили под свой контроль Афганистан. Естественно, у них не было никакой готовой инфраструктуры. Вся та инфраструктура, которая им досталась, в том числе какая-то вот силовая, полицейская, оказалась либо разрушена, по крайней мере, там отчасти разрушена, либо в принципе отсутствовало. Им сейчас приходится все это строить заново, но кроме того, многих из талибов, многих из тех людей, которые сейчас оказались у власти, их не устроило, скажем так, слишком уж с их точки зрения либеральный подход их руководства к происходящему в стране. И вот американские, например, наблюдатели, западные наблюдатели в целом отмечают некоторый отток бывших талибов, то есть люди переходят теперь в тот самый ИГИЛ-Хорасан, считая ИГИЛ-Хорасан более соответствующим тем ценностям, которые они исповедуют. То есть, по большому счету, одни талибы сейчас в том числе охотятся и на других талибов. Правда, вот помимо всего прочего, нужно еще и там каким-то образом бороться с какими-то мелкими воришками, бороться с какими-то там наркоторговцами, бороться с какими-нибудь мужьями, которые избивают жен. То есть не только вот какими-то глобальными антитеррористическими задачами заниматься, не только там защищать национальную безопасность, но и исполнять такую мелкую, обычную, постоянную полицейскую работу. Помимо вот такой вот обеспечения безопасности, талибы еще и занимаются, например, таким отбеливанием своего имиджа на международной арене. Как это происходит? Вот, например, сейчас афганская сборная по крикету принимает участие в международном чемпионате, который называется T20. Это 20 главных команд, 20 самых известных команд крикетных из разных концов света. Вот сейчас проходит их чемпионат, они играют друг с другом, выясняют отношения. И талибы с самого начала, придя к власти, сказали: мы будем вас поддерживать, мы, значит, афганскую сборную, значит, будем продолжать отправлять на международные соревнования, будете защищать честь нашей страны. Вот афганская сборная действительно выступает, причем достаточно неплохо выступает. Например, им удалось обыграть сборную Шотландии и, по-моему, я могу путать, но, по-моему, еще и сборную Намибии. Вот на днях они выступали в Объединенных Арабских Эмиратах, играли, если мне память не изменяет, против Индии, причем
на этом матче присутствовало еще и представители из организации талибов. То есть какие-то высокопоставленные ребята из Талибана специально поехали поддержать свою команду в Объединенные Арабские Эмираты на этом самом стадионе, на котором проходил матч. И даже выложили потом в соцсетях видео, где такой, значит, в белых одеждах бородатый представитель Талибана рассказывает о том, как будут поддерживаться и будут продолжать поддерживаться спорт в Афганистане, что нынешний Талибан совсем не тот, что пришел к власти в 95-м и в 2001 году, что он не будет запрещать спорт, не будет запрещать другие виды активности. Кстати, вот сейчас немножко в сторону отойду. Стало известно, что возобновили свою работу закрытые как раз с августа, середины августа этого года, несколько школ для девочек, которые спонсируются и управляются Турецкой Республикой. Они закрывались как раз во многом из-за испуга перед талибами, из-за боязни, что Талибан запретит образование для девочек. И вот значительная часть из этих школ, их там около 3, по-моему, десятков действовало в Афганистане, значительная часть из этих школ уже объявили о том, что вновь возобновлено финансирование из Турецкой Республики, вновь приходят деньги и есть возможность работать, и они вот продолжили работу, то есть Талибан не помешал им возобновить обучение девочек. Так, теперь еще расскажу пару историй, вернее, одну историю про крикет и про Талибан, и пойдем дальше к каким-нибудь другим темам. Накануне вот игры как раз с Индией, накануне вот этого выступления прошу прощения, афганских крикетистов. По-моему, они, кстати, там проиграли. Да, индийцам они проиграли, но тут главное не победа, а участие. Как раз тут об этом идет речь. В индийских соцсетях появилась информация о том, что талибы настолько не любят спорт, что взяли и лишили финансирования команду крикетную. Для Афганистана крикет — это прям и для Индии, и для Пакистана, я это в одной из прошлых передач рассказывал, крикет — это вот прям национальная гордость, это самая главная игра, она главнее там футбола, баскетбола и всех остальных игр вместе взятых. Так вот, для индийцев, для индийских читателей, для пользователей соцсетей история о том, что Талибан вдруг лишил финансирования крикетную сборную, это равна какому-то совершенно кошмарному признанию в том, что Талибан хуже всяких людоедов. И вот эти соцсети как раз разгоняли информацию о том, что капитан сборной крикетной из Афганистана продал свой дом, заложил свое имущество для того, чтобы поддержать команду на плаву, для того, чтобы дать возможность ребятам выступать. Это оказалось вообще полнейшим фейком, это оказалось вообще ерундой, потому что сам этот капитан афганской сборной выступил с заявлением, в котором сказал, что нет, у нас нет необходимости продавать какие-то дома или тратить свои деньги. Мы продолжаем работать с одной из компаний афганских, которая занимается там кучей самых разных вещей. Она, например, золотом торгует, она, например, занимается недвижимостью, строительным бизнесом. И вот эта компания как была спонсором афганской сборной по крикету, так и осталась. И любая другая информация, сообщил сам, собственно говоря, капитан, является фейком и непроверенной, недостоверной информацией. А вот такая вот достоверная информация из Афганистана теперь в Грузию. Переносимся. Дело в том, что тамошняя оппозиция считает недостоверной информацию о победе партии власти во втором туре местных выборов. Эти выборы прошли на минувших выходных, вот в прошлую субботу. Выборы прошли там, где однозначно не был определен победитель в ходе первого тура выборов. Первый тур состоялся, если мне память не изменяет, в октябре еще. Выбирали не парламент, выбирали не президента, выбирали местные советы, депутатов местных советов, и выбирали мэров или глав муниципалитетов. Глав муниципалитетов и мэров выбирали в 20 городах и в муниципалитетах. Согласно официальным данным, в 19 из них победили представители партии власти «Грузинская мечта». То есть 19 из 20 постов мэров или глав муниципалитетов оказались в руках партии власти.
партия, оппозиция, в первую очередь партия «Единое национальное движение», вот вы сейчас видели вот этот лысый человек, это Ника Мелия, он одно из лиц этой партии «Единого национального движения», она проиграла, ей остался только один совсем вот небольшой муниципалитет, там меньше 30 тысяч человек населения, Целинджихский муниципалитет он называется. Все крупные города, включая столичный Тбилиси, оставила за собой партия власти «Грузинская мечта». Почему это важно? Почему это действительно почему мы на это обращаем внимание? Потому что сейчас есть такой серьезный раскол в обществе в грузинском. Есть вот силы оппозиционные, которые фактически бойкотируют работу парламента или собирались бойкотировать работу органов власти, каких бы то ни было. Они обвиняют и грузинскую мечту, и вообще правительство Грузии в том, что те узурпировали власть, в том, что те подтасовывают результаты выборов, в том, что те строят авторитарный режим. И они очень надеялись, представители оппозиции, что победа на местных выборах, которые, как они считали, даст им возможность контролировать несколько крупнейших городов. А там серьезно были очень серьезные заявки на успех по итогам первого тура. И действительно казалось, что есть возможность, например, получить контроль не только над Тбилиси, но еще над такими важными большими городами, как Кутаиси, Батуми, Зугдиди и город Рустави, в котором сидит в тюрьме Михаил Саакашвили, который приехал в Грузию как раз накануне первого тура выборов и был арестован, по-моему, как раз в день первого тура выборов. Что говорили люди, в том числе вот те люди, с которыми я общался в Грузии, куда я приехал как раз в день проведения первого тура выборов? Что говорили представители оппозиции? Нам вот сейчас важно взять как можно больше крупных городов, как можно больше крупных муниципалитетов, и вот с позиции тоже власти говорить с парламентом, говорить с правительством. И это бы на самом деле очень здорово, например, упростил бы переговоры о судьбе Михаила Саакашвили. Михаил Саакашвили находится в тюрьме. Вот эта женщина в пальто в таком цветастом, которую вы сейчас видите на экране, это Саломе Зурабишвили. Она президент Грузии. И она уже заявила, что она не будет заниматься помилованием, что она не будет подписывать какой-то указ, какой-то декрет о помиловании Михаила Николаевича Саакашвили. Ну, то есть, по большому счету, он и так приговорен, по-моему, к 9 годам. Над ним еще висит несколько судебных разбирательств. И для того, чтобы, если не вытащить из тюрьмы, то, по крайней мере, облегчить его участь в этой тюрьме, оппозиция всерьез рассчитывала на то, что вот она возьмет несколько городов, и потом, когда уже будет сидеть на этих своих местах в Кутаиси, в Зугдиде, тем более в Тбилиси, уже можно будет каким-то образом, если не на равных, то более, скажем так, более громко говорить с властью. Не получилось. Правда, как раз Единое национальное движение Михаила Саакашвили объявило о том, что итоги выборов подтасованы, и есть основания полагать, что, значит, на самом деле там были какие-то вбросы, карусели или переписанные бюллетени. После того, как эти заявления прозвучали, ЦИК Грузии, Центральная избирательная комиссия Грузии, выборочно пересчитала на нескольких десятках участков бюллетени. И, собственно говоря, вот это вот выборочный контрольный подсчет показал, что, судя по всему, никаких подтасовок не было, что, судя по всему, все было подсчитано честно, и никаких, значит, вбросов в бюллетени не происходило, никаких переписываний итоговых данных тоже не происходило. Грузинская оппозиция, Единое национальное движение обещает 7 ноября, это вот послезавтра, да, в воскресенье, провести целую серию масштабных акций протеста по всей Грузии, по крайней мере, вот в крупных городах обещают провести акции протеста. Но насколько я понимаю, а я пытался связаться и связывался со своими коллегами в Грузии и связывался с политиками как раз тогда, когда еще был в Тбилиси и в Руставе, связывался с политиками, пытался выяснить, есть ли какая-нибудь вот понятная стратегия действий оппозиции вот в ситуации с тем, что вообще и парламент, теперь уже и все или почти все местные советы и города контролируются партией власти. Есть ли у вас
какая-то стратегия, как действовать в такой ситуации. Но вот внятного ответа я не добился. Вот я ничего не услышал. Вот они как говорят, что мы вот будем в ходе протестных акций добиваться своего, добиваться в том числе освобождения Михаила Саакашвили. Может быть, попробуют добиться еще и проведения каких-нибудь повторных выборов на местах. Но зачем партии власти идти на это? Совершенно непонятно, зачем ей идти на какие-то перевыборы, когда она везде уже, где хотела и где могла, она победила. Есть, кстати, заявление от одной из оппозиционных партий, оппозиционная партия под названием «Европейская Грузия». Ее представитель, лидер ее Гига Бакерия, он сообщил о том, что он не считает нужным устраивать какие-то эти самые мощные акции, не считает нужным там пытаться оспорить те данные, которые озвучил грузинский ЦИК, они, правда, предварительные. Вот я сейчас говорю, пока еще официальных данных нет, потому что там какой-то вот длительный вот этот бюрократический процесс. Но я так понимаю, что в начале следующей недели должны быть уже официальные данные озвучены, хотя они вряд ли будут сильно отличаться от тех данных, которые нам известны. 19 из 20 мэрий и муниципалитетов возглавят представители партии власти. Так вот, Гига Бакерия говорит, слушайте, невозможно, не бывает такого, чтобы власть, которую сам этот Гига Бакерия называет авторитарной, взяла бы и пошла навстречу требованиям протестующих, взяла бы и поделилась бы частью каких-то своих полномочий. Он призывает к длинному, комплексному такому противостоянию. Да, он считает, что мирные акции важны, но делать ставку только на них, и ожидать, что именно мирные акции смогут каким-то образом повлиять на происходящее в стране, этого не стоит ожидать. Он считает необходимым планомерное, долгое такое вот воздействие на грузинское общество, объяснение грузинскому обществу, что происходит вокруг, и постепенное создание у грузин такого отторжения той самой партии, которая сейчас находится у власти, отторжения грузинской мечты. Кстати, главная или одна из главных претензий к грузинской мечте в том, что она слишком уж заигрывается с Россией. Действительно, в Грузии кругом российские деньги. Я был, если честно, здорово ошеломлен тем, что Грузия, которая 20% территории, которая оккупирована Российской Федерацией, которая не имеет с 2008 года вообще никаких дипломатических связей с Россией, там работают российские мобильные операторы, там вовсю присутствуют российские банки, там Яндекс.Такси работает. Вот действительно, это очень странно для страны, которая продолжает воевать, или там так или иначе формально находится в состоянии войны с Российской Федерацией, в состоянии оккупации части территории с Российской Федерацией. Вот российский бизнес себя чувствует настолько вольготно, и, собственно, вот эти вот оппозиции, эти оппозиционеры грузинские предъявляют грузинской мечте правящей партии претензии по этому поводу. Говорят, что, слушайте, вы же там абсолютно пророссийские, вы же просто продались Путину, вы же там люди, которые абсолютно не защищаете какие-то национальные интересы. На что, кстати, у партии власти есть заготовленный ответ о том, что вы видите, мы же не налаживаем никакого общения, мы не признаем оккупацию части нашей территории российскими войсками, не признаем ни в коем случае независимость оккупированных частей Южной Осетии и Абхазии. Мы не поддерживаем, не возобновляем никакие отношения официальные с Москвой. А бизнес – это бизнес. Что, если мы сейчас выгоним российские компании, мы останемся без десятков, а то и сотен миллионов долларов, у нас вырастет безработица. Вы что, хотите, чтобы у нас были голодные бунты? Вы что, хотите, чтобы людям было нечем платить по счетам? В общем, какая-то такая демагогия. Кстати, замечу, что с одной стороны демагогия, что с другой стороны демагогия, вот они как-то друг с другом не договорятся. Так, сейчас мы переходим в Соединенные Штаты Америки. В Соединенных Штатах Америки, вот я говорил о том, что поставки вооружений в Саудовскую Аравию возобновляются, по крайней мере, части вооружений, вот ракеты, которые воздух-земля будут переданы теперь на 650 миллионов долларов из Америки в Саудовскую Аравию. А в самой Америке готовятся уже не к спуску на воду, он спущен, наверное, на воду, к вводу в эксплуатацию нового супер крутого авианосца, который называется авианосец
Джеральд Форд. Он должен стать первым в своем классе, это целый класс, который называется Джеральд Форд. На него уже потрачено 13 миллиардов долларов. Вот вы видите, как выглядят американские авианосцы. На Джеральд Форд потрачено 13 миллиардов долларов. Он строится с начала, с 2003 года. Было объявлено, что он начинает строиться. В 2008 году его уже, по-моему, заложили. Он, естественно, атомный, он может бесконечно долго плавать в море. Ему нужно лишь в 25-30 лет замена ядерного топлива ему нужна. И он станет самым новым, самым современным кораблем не только в Соединенных Штатах Америки, но и, в принципе, в мире. У него на борту могут находиться сразу 75 самолетов и вертолетов. Это на самом деле целое, вот фактически несколько настоящих крупных звеньев, которые действительно представляют серьезную опасность для противника. Что за противник, ради чего строится и кто, скорее всего, скорее всего, в какую точку Мирового океана будет отправлен Джеральд Форд, я чуть позже расскажу. Сейчас вот еще несколько слов о нем. Его торжественно, кстати, уже принимал Дональд Трамп, по-моему, в 2017 году, и рассказывал о том, что вот, смотрите, сейчас мы будем отсель грозить миру всем нашим недругам, но постоянно задерживалась сдача в эксплуатацию, постоянно задерживалась его передача во флот, потому что, самое важное, потому что это вот совсем новый корабль, еще он не обкатанный, на нем как раз наоборот должны быть обкатаны все технологии, все какие-то тонкости строительства таких кораблей такого класса, потому что он должен быть первым. После него должны на поток стать производство такого рода авианосцев. Его испытывали в самых разных вещах. Вот там взлет-посадка самолетов. Кстати, для взлета там теперь используется новая совсем система. Самолеты разгоняются какой-то электромагнитным катапультой, не пневматической, как раньше было, а электромагнитная катапульта тянет за собой самолет вдоль палубы и с большой скоростью, что называется, выстреливает его, и он уже поднимается. Там и какие-то новые системы вооружений, и новые системы защиты. 25 палуб на этом самом Джеральде Форде, но по большому счету это 25 этажей. Совершенно невероятный корабль, совершенно каких-то огромных размеров. И вот недавно было объявлено одним из высокопоставленных адмиралов американского флота о том, что все, уже понятно, что в ближайшие полгода этот корабль будет передан и встанет на боевое дежурство. Осталось подождать каких-то несколько месяцев, и 2022 год объявлен как год, в который обязательно вступит в строй новый корабль-авианосец Джеральд Форд, и вот, собственно говоря, американцы смогут его отправить. Сейчас чуть позже расскажу, куда они его, скорее всего, отправят. Помимо нового авианосца, американское оборонное ведомство, возможно, в ближайшее время возьмет на вооружение и обновленные автомобили, тактические автомобили Хамви, известные у нас как Хаммер. Дело в том, что недавно выяснилось, что чаще хаммеры, традиционные американские хаммеры, чаще всего попадают в какие-нибудь переплеты. С ними больше всего проблем. И когда это выяснилось, компания-производитель хаммеров объявила о готовности поставить в войска новый, обновленный совсем хаммер, который должен учесть все недочеты предыдущих моделей, должен учесть все те их слабые места и переделанный, перестроенный, вступить в строй. Он уже там проходит какую-то обкатку, уже проходит какие-то сейчас испытания, но известно, что и старые хаммеры вовсю находятся на вооружении, используются американцами и их союзниками по всему миру. У нас, кстати, есть сюжет об автомобилях, которые находятся на вооружении американской армии и присутствуют и в Америке, и в тех странах, где есть американские войны. Давайте посмотрим этот сюжет, а потом пойдем дальше.
Вооруженные силы США начали экспериментировать с самоходным колесным транспортом уже вскоре после изобретения двигателя внутреннего сгорания и появления первых производителей автомобилей и мотоциклов. На гражданские машины ставили броню и вооружение, переделывали их для транспортировки оружия и живой силы. Но все это было не централизовано и часто вовсе не санкционировано армейским командованием, которое долгое время делало ставку на лошадей как основу транспортного парка. Самыми первыми автомобилями, централизованно закупленными американской армией, были грузовики модели 15 от General Motors. Именно на них в 1916 году пехота и конница США были доставлены вглубь мексиканской территории во время операции по поимке лидера местных повстанцев Панчо Вилья. Машины проявили себя не лучшим образом, многие сломались или застряли по дороге и были брошены. Во многом из-за этого поймать Панчо Вилью так и не удалось. General Motors взялся за работу над ошибками и вскоре выпустил обновленную модель грузовика – 16-ю. Эта машина продавалась и на свободном рынке, но большую часть из 13 тысяч грузовиков, выпущенных в 1917 и в 1918 годах, купила армия. Эти автомобили были основой моторного парка вооруженных сил США во время Первой мировой войны, в которую Америка вступила весной 1917 года. Еще одним армейским грузовиком, активно использовавшимся в годы Первой мировой, был Ford модели T. Такую машину, оборудованную для перевозки раненых, водил молодой Эрнест Хемингуэй, добровольцем, отправившийся на итальянский фронт и вступивший в бригаду скорой помощи. Американская армия закупала в те годы и другие автомобили, гражданские, переделывавшиеся под военные нужды. К идее создания особых транспортных средств, созданных специально для вооруженных сил, американцы пришли лишь в годы между Первой и Второй мировыми войнами. Одними из первых таких машин стали полноприводные «Доджи», собираемые на базе обычных пикапов серии «Т». Военные несколько лет испытывали их в самых разных условиях, но на размещение контракта решились только после начала Второй мировой войны. Dodge WC, что расшифровывается как перевозчик оружия, производился в самых разных модификациях и прослужил до самого конца войны. Причем не только в армии США. Американцы отправили тысячи таких автомобилей странам-союзницам по антигитлеровской коалиции. Только в Советский Союз передали больше 25 тысяч этих полноприводных машин. Но самым известным американским автомобилем Второй мировой стал Willys MB, более известный как джип. Заказ на разработку легкого полноприводного автомобиля, способного преодолевать бездорожье и при этом максимально надежного, правительство США дало автопроизводителям еще накануне войны. Но более-менее массовое его производство удалось наладить только незадолго до вступления Штатов во Вторую мировую в 1941 году. Причем первые джипы модели MA оказались мало подходящими для армейской работы, так как на них устанавливали не автомобильные двигатели, а слегка переделанные тракторные. По просьбе военного командования в конструкцию были внесены изменения, и именно тогда появился известный всем джип Willys. Долгие годы он был основой для производства самых разных армейских автомобилей. Уже после Второй мировой появилась новая модель армейского Willys – 38-я. В различных модификациях она выпускалась до начала 70-х годов и успела принять участие в Корейской, Вьетнамской и множестве других войн. Еще одна вдохновленная классическим Willys модель М151 простояла на конвейере аж до 1988 года. Эти машины были списаны лишь после того, как войска начали массово поступать в абсолютно новые автомобили. Длинные, широкобазные Humvee, более известные под их гражданским именем Hammer. Первые партии Humvee пришли в армию США еще в начале 80-х, но широкую известность хаммеры приобрели в 1991 году после начала операции «Буря в пустыне». Именно на Humvee песочного цвета двигались американские войска, отправившиеся выгонять армию иракского диктатора Саддама Хусейна из захваченного ею Кувейта. За той войной мир наблюдал в прямом эфире, и огромные внедорожники стали настоящими звездами этого эфира. Тысячи человек выразили желание купить гражданскую версию машины, победившей Хусейна, и вскоре на рынке появились хаммеры, предназначенные для движения по дорогам общего пользования. Военных Humvee выпущено около 300 тысяч штук, и производство этих машин все еще продолжается. Хотя в вооруженных силах США их постепенно заменяют автомобили нового поколения – внедорожники
Oshkosh и бронетранспортеры Max Pro. Главное их отличие от легендарного «Хаммера» — улучшенное бронирование и противоминная защита, практически гарантирующие выживание экипажу даже после взрыва под днищем автомобиля мощного фугаса. Высвобождающийся Хамви американское командование передает своим союзникам по всему миру, и они активно используются в войнах против ИГИЛ на Ближнем Востоке и против российских оккупантов в Украине. К Хамви, к новым автомобилям для американской армии мы подошли от истории про новый атомный авианосец, который вот-вот уже в ближайшие месяцы наконец-то должен поступить во флот и начать свое несение своей боевой уже службы. Куда может отправиться? Где вот самая горячая точка, в которую может быть отправлен этот самый авианосец? Скорее всего, его отправят опять-таки на Ближний Восток, поближе к Ирану. Почему поближе к Ирану? Потому что там произошло следующее. Вот это видео, которое предоставлено Корпусом стражей Исламской революции, вот одной из таких главной спецслужбы иранского режима. Как утверждают иранцы, на фото, на видео и на фото, которые вот они здесь предоставили, запечатлена попытка американцев захватить иранский танкер с нефтью и перелить нефть на какое-то свое судно. Как утверждают, опять же, иранский корпус стражи Исламской революции, здесь мы вот на этих видео, на этих фото, частично видим, как иранские бравые военные отбивают эту самую попытку американцев захватить танкер и перелить нефть. Есть большое количество вопросов к этому видео, потому что вот оно вот именно в таком виде, как вы его сейчас видите, и было выложено КСИРом, Корпусом стражи Исламской революции. И там совершенно не очевидно, что же на самом деле происходит, и действительно ли есть какой-то захват танкера, а если он есть, то кто в нем участвует. И это по большому счету просто какая-то такая нарезка самых разных видео, на которых присутствуют какие-то суда, какие-то корабли, какой-то танкер оранжевый плывет, какие-то люди с оружием. Что происходит, не очень понятно, и нам остается там только верить или не верить тому описанию, которое сопровождает это самое видео, которое распространяют представители Корпуса стражей Исламской революции. Повторю, да, еще раз, что они говорят. Была попытка захвата американскими военными кораблями нашего иранского танкера с целью завладеть нашей иранской нефтью, но мы, бравые стражи Корпуса стражей, прошу прощения за тавтологию, Исламской революции, отбили американцев, не дали им возможность захватить нашу нефть. Вскоре после того, как это видео было опубликовано, и вот вся эта сопроводиловка от КСИРа тоже была опубликована, Пентагон выступил с заявлением, в котором сказал, что на самом деле, судя по всему, на этом видео не попытка захвата американцами иранского танкера, а вполне себе настоящий захват танкера, но не иранского, а вьетнамского, и не американцами, а самими иранцами. То есть что говорят американцы? Что вот есть некий вьетнамский танкер, который проходил в Оманском море недалеко от берегов Ирана, и иранцы его захватили и отправили в какой-то из портов, которые контролируют как раз иранские власти. Зачем это было сделано, тоже не очень понятно. Но американцы говорят, то, что вам тут наваливают в уши иранцы, не имеет никакого отношения к действительности. Вот они враги и террористы, а мы вот хорошие, и мы здесь, тоже странное заявление, которое прозвучало из уст официального представителя Пентагона, а мы просто наблюдали. Да, наши корабли присутствовали в этой зоне, в той зоне, где все это происходило, но мы никак не участвовали в этом. Мы вот просто наблюдали, мы со стороны следили за тем, что происходит. Так что не исключено, что на этих видео действительно там настоящие американские суда, действительно настоящие американские военные корабли, но что на самом деле происходило, здесь только вопрос ко всем нам, и вопрос в том, кому мы больше верим. Верим мы больше иранцам, верим мы больше американцам, или подождем, может быть, появятся какие-нибудь сведения от условных Bellingcat, от каких-нибудь условных или безусловных независимых наблюдателей. Вот смотрите, у Ирана действительно есть вот такая целая армия вот таких вот катеров,
целый флот, вернее, таких катеров. Это то, что называется москитный флот. Они давно уже готовятся, они понимают, что противопоставить что-нибудь таким вот махинам, как Джеральд Форд, который я вам только что показывал, они вряд ли смогут, что тягаться с Америкой и с ее союзниками в мощи их боевых кораблей вряд ли получится, поэтому делают ставку на вот такие небольшие маленькие катера, вот очень скоростные, они часто оборудованы какими-то ракетными пусковыми установками, вот видели сейчас, как они производят пуски, или могут перевозить там какую-то диверсионную бригаду, задача которой будет стоять, например, минирование судов и их последующий подрыв. И вот такие вот иранские кораблики, иранские катерочки, да, они активно используются и, как обвиняют американцы, используются в том числе для захвата судов, которые проходят недалеко от иранского побережья, недалеко от тех портов, которые контролируются иранскими властями. Повторюсь еще раз, да, есть противоречащая друг другу информация из Тегерана, из Вашингтона о том, что же на самом деле происходило в Оманском море, кто на самом деле захватывал танкер и кому принадлежал этот танкер. Но вот американцы утверждают, что они видели своими глазами, как иранский корпус Стражи Исламской революции захватил вьетнамский танкер. Так, у нас осталась последняя буквально история, вот последнее, что успею рассказать, прежде чем попрощаюсь. Про Шотландию расскажу. Все мы видели, наблюдали за тем, как в Глазго, в одном из главных городов Шотландии, не столица, но тоже крупный город, в Глазго проходил климатический саммит. Туда приехали самые разные лидеры самых разных государств, крупнейшие бизнесмены, самые разные представители международных организаций для того, чтобы обсудить, как же дальше бороться с глобальным потеплением, как же дальше бороться с изменением климата. За этим наблюдали все. Наверное, все успели рассказать о том, что как минимум 400 частных самолетов прилетели страшно, выбросив просто огромное количество загрязнения, огромное количество самых разных опасных и вредных веществ в воздух. Об этом все успели рассказать. Но вот о чем немногие успели рассказать, так это о том, как шотландские полицейские в Глазго взяли и захватили, фактически арестовали лохнесское чудовище, которое известно под именем Несси. Вот на ваших глазах как раз момент захвата, снятый журналистами издания «Скотсмен», шотландец. Это одна из организаций международных протестовала, требуя у участников этого самого климатического саммита списать долги бедным государствам. Почему они настаивали на этом? Они говорили о том, что бедные государства не могут на равных участвовать в борьбе с вредными выбросами, не могут сокращать эти самые выбросы, не могут модернизировать свои производства с целью снижения вредных выбросов, потому что на них давят долги перед богатыми странами и международными организациями. И вот это самое лохнесское чудовище, которое они притащили с собой, они даже дали ему особое название. Они его назвали «чудовище долговое». Оно вот должно было символизировать те долги, которые не дают бедным странам, не дают развивающимся странам тратить больше на экологические программы, тратить больше на снижение того вреда, который сейчас наносится какими-то вредными производствами, того вреда, который наносится какими-то не всегда современными условиями труда в этих самых небольших государствах. Вот они просили, требовали буквально от богатых стран, от богатых организаций списать долги. И вот требовали это в какой-то такой особой форме с помощью надувного лохнесского чудовища, с помощью надувной Несси. Ну, вот полицейские задержали, отвезли куда-то в управление полиции. Наверное, фотографируются с ним и... Ну, потому что такой симпатичный зверь, такое симпатичное чудовище, наверняка оно и самим полицейским тоже нужно, потому что другого объяснения, зачем его отбирать и куда-то отправлять, кроме как им самим оно нужнее, им самим это чудовище больше понравилось, я найти не могу. Что ж, на этом сегодняшняя программа подходит к концу. Я напоминаю, вы смотрели Прайм Мацарский на телеканале АТР. Увидимся уже на следующей неделе. Хороших вам выходных, хорошего конца недели. Всего доброго, счастливо.